Добрый день, меня зовут Лукина Пелагея. Тема моего исследования – практическая транскрипция при переводе эпического антропонима с якутского на английский язык на материале Олонхо Нургумбатор Платона Севича Аюнского. Отсутствие единой системы транскрипции якутских языков на английский и непохожий строй каждого из языков приводит к разным вариациям передачи якутских антропонимов. Актуальность темы определяется малоизученностью многих вопросов перевода якутских антропонимов и сопоставительного анализа якутского и английского языков, в особенностях якутско-английского перевода. Официально суды правил транскрипции якутских языков на английский в данное время не существует, но имеются предложенные Алиной Александровной Находкиной правила передачи дифтонгов и долгих гласных. Данное исследование может послужить ценным материалом для рассмотрения возможных вариантов транскрипции антропонимов при переводе с якутского на английский. Целью исследования является выявление особенностей транскрипции при передаче антропонимов с якутского на английский язык на материале эпического произведения Олонхо. Задачи: описать понятие антропонимии и практической транскрипции, сравнить фонологическую структуру якутского и английского языков, выделить эпические антропонимы в тексте Олонхо, проанализировать варианты практической транскрипции эпических антропонимов и составить таблицу транслитерации якутского алфавита на английский на основе анализированного материала. В практической части методом сплошной выборки мы выявили всего 125 эпических антропонимов и выделили особенности практической транскрипции. Долгие гласные фонемы якутского языка в основном транскрибированы в краткую гласную многосложных словах, а в коротких они, наоборот, сохраняются, что соответствует предложенной Алиной Александровной Находкиной гипотезе о необязательности передачи долгих гласных фонем в связи с отсутствием английской фонетики долгих гласных. Дифтонги переданы в двух и более сложных словах одним кратким гласным, а в односложных они сохраняются, что соответствует правилу сохранения главного элемента в конечной позиции и опущения подчиненного элемента в начальной позиции. В большинстве случаев транскрипция специфических согласных и некоторых гласных фонем соответствует ставшим традиционным правилам передачи. Но надо заметить, что предлагаются и другие варианты передачи. Проанализированный материал позволил нам составить единую систему транслитерации якутского алфавита на английский. Рассмотрев теоретические основы исследования и принципы практической транскрипции антропонимов с якутского на английский язык на материале Олонхо, мы пришли к следующим выводам. Практическая транскрипция наиболее подходит для передачи антропонимов, так как передает национальное звучание, национальный колорит имени. Сопоставление фонологической структуры якутского и английского языков подводит к тому, что они различаются по долгим гласным фонемам, дифтонгам, некоторым согласным фонемам и по принадлежности к личному письму, кириллице и латинице. При переводе эпических антропонимов учитывалась позиция каждой фонемы и дифтонга в слове. Специфичные якутские буквы передаются по принципу благозвучия и удобочитаемости трудных для англоговорящего читателя слов. Вопрос о переводе антропонимов представляет дальнейшие перспективы для проведения исследования по другим приемам передачи имен собственных. Спасибо за внимание.